Сюда можешь вешать свою одежду. Спасибо. Чувствуй себя как дома. Спасибо. В какой цвет тебя покрасить? Софа, может, не стоит? Закрой дверь. Неудобно. Нормально. Рай и Божья благодать. До нее рукой подать. Для бедного поэта Ты что, с ума сошел? Ладно, я поняла. Твоя мама звонила мне. Ты только не злись на нее. Согласен, Далер. Не злись ты на свою маму. Это, в конце концов, глупо. Ты вообще в последнее время стал Ты самым... психоаналитиком достать решил? Я твой друг. Я твое зеркало. Кто тебе еще, кроме меня, правду скажет, а? Понимаешь? Нет. В общем, на все огромное село находилось Хватит где-то сидеть! в промежутке между... Ты же не этими один селами. здесь живешь. Что с тобой? О, Ты меня пугаешь. Ты отравился? наверное, салат. Мам, но он же не будет жить с тобой вечно. Он нахлебник. Ему нужно жить, есть задарма и спать где-то. А ты этого будто не видишь. И папа же готов вернуться. Он же не хочет развода. Мам, подумай, пока не поздно, пожалуйста. Далер, нам нужно с тобой серьезно Поговорить поговорить. пришел. Вещи свои собираешь и уходишь. Это уже слишком, Далер. Софа, я вечером на собеседовании буду поздно. Я тебя уважаю, Далер. Далер! Далер, ты куда? Ты на рыбалку? Я знаю, это его отец настраивал так. Далер эмоциональный, но он добрый. Я тоже. После развода родителей очень расстраивался. Тяжело. Зря он злится на меня. Я хочу развода. Ну, ты здесь ни при чем. Я уверена, ты сможешь найти с ним общий язык. Мы скоро уедем. Ты это серьезно? Я же обещал.
Тогда почему ты ищешь работу? Как тебя зовут? Когда у него день рождения? Не помню. А я поэт, ведущий. Если у вас какой-то корпоратив или другое мероприятие, вы звоните. Вот моя визитка. Ну, хорошо, спасибо. У вас очень красивые глаза. Очень счастливо выглядите. Звоните. Женился на женщине, которая была на 10 лет его старше. Друзья его спрашивают, почему Афанди ты это сделал? Афанди уверенно отвечает, пройдет год, и она будет, я, собственно, постарею на 10 лет. Да, и все будет нормально. Ладно. Погода сегодня чудесная. Слушай, мне кажется, сюда в следующий раз лучше с лодкой приехать. Ты чего грустный-то такой? Случилось что? Угу. Ты случился. Психоаналитиком решил стать. Слушай, я вот не пойму, я какое тебе такое зло сделал, а? Я ж твой друг, в конце концов. Зеркало твое. Кто тебе еще, кроме меня, правду скажет, а? Понимаешь? Нет, Йорк, не понимаю. Потише там. Рыб распугаете. Тебя-то кто звал? Я тебе мешаю? Мешаешь. Держись, пожалуйста, от меня подальше, хотя бы здесь. Хочешь? Не курю. Бросил? Не курю, говорю же. А пиво? В твоем возрасте нужно все попробовать. Ты мужик или кто? Мужик должен курить, пить. Вообще рыбалка нравится? Такое себе. А тебе как? Слушай, ну дело стариков. Сядут на берегу, закинут удочки. Смотрят, ностальгируют. Нет. Согласен. Я вообще рыбалку эту не люблю. Я тут ради Долера. Ему рыбалка нравится, а мне девка. Тоже своего рода рыбалка. Рыба без воды не может, а женщина без мужчины. Долер! Долер! Зачем тебе рыбалка? Хочешь с нами на вертолетах? Полный кайф. Твоя мама будет с нами. Ты живешь Порадуем за её. счет. За мамин. У тебя откуда деньги на вертолеты? Да. Вечером на собеседование иду. На работу устроился, в ресторан. Ведущим.
Ты, Далер, не злись. Не злись, пожалуйста. Я люблю твою маму, и твоя мама любит меня. Не лезь в нашу личную жизнь. Это грубо. Скоро у твоей мамы день рождения. Давай вместе подарим ей подарок. Какой подарок ты хочешь подарить маме? Тебя выгоню. Кстати, тоже вариант. А чё ждешь-то тогда? Все? Да. Не получится. Бомж. Знаю. И тебе не стыдно? Нет, конечно. Хватит сидеть. Но ты же не один здесь живешь. Пап. То, что ты мне рассказала, меня не пугает. Я тебя не напугать хотела. Просто вести в курс дела. Рыбалку любишь? Нет. А футбол? Играть? Ну, играть, смотреть. Нет, не люблю. Это хорошо. А то у моего бывшего только футбол и рыбалка на уме были. Надоел. Понятно. От меня ты получишь только внимание. Обещаешь? Сомневаешься? Рыба без воды не может, как я без тебя.